Добрый вечер. Во-первых, спасибо, что вы поддержали, выставили на сайте ВАТО. Я один из тех людей, собственно говоря, который все время говорил об этой проблеме, все время в этой теме, и один из старейших коневодов-ахалтекинщиков вообще в этой породе. Вопрос такой: что ты вообще думаешь об этой ситуации с ахалтекинцами в Туркменистане? Ох. По большому счету, я давно перестал на эту тему думать, потому что думаю, что перспективы нет никакой. Я для себя уже отрезал этот массив породы. Я не из своих планов исключил вероятность попадания лошадей из Туркмении в свою селекционную программу. Считаю, что процесс уже принял необратимый характер. Уже прошло 17 лет. Я поправлю это, Лень, не 17. В 2002 году меня сняли, в 2001 я еще проверил, 2002 еще был проверенный. Это где-то 15 лет. 15 лет. Да, 15 лет. Вот 15 лет я не вижу ни в одном регистре, ни в одной книге следов об упоминании ахалтекинских лошадей, рожденных на территории Туркменистана. Поэтому, в общем-то, я считаю, что процесс принял невозвратный характер. А что дальше? Ну, дальше будет повторяться история, какая была в арабских странах, когда им пришлось свое арабское коннозаводство восстанавливать из Америки, из Европы, из Польши, из России и так далее. Если будет желание. Или им надо, конечно, выделяться от каких-то. Конечно, это будет большой скандал, потому что два массива породы, два массива лошадей, достаточно массивных, как с той, так и с другой стороны, это одна часть Туркмении, другая часть в остальном мире, будут претендовать на один и тот же бренд ахалтекинец. И, конечно, возникнет полная чепуха, которую очень трудно будет понять нашим клиентам. То есть коллапс. Это коллапс. Лень, а вот ты слышал, что туркменский президент давал такой указ, что коневоды имеют право хранить свои секреты? Это немножко вразрез, вот, так сказать, с твоим личным отношением. Ну, прежде всего, мне бы хотелось сказать, пусть господин президент Туркмении занимается своими прямыми делами. И лезет туда, где он никто. И не ему решать, что является секретом, а что не является секретом. И вообще ему ничего не нужно решать. То есть ему надо заниматься своими пенсиями, стариками, детьми, образованием и так далее, инфраструктурой своей страны. А ахалтекинская порода — это не его епархия. Спасибо. По-моему, часть лошадей просочилась каким-то образом на территорию постсоветского пространства. Что касается проверки, ее делала Российская ассоциация коннозаводчиков. Проверяли не только туркменских лошадей, которые так или иначе контрабандой попали за пределы Туркмении. Проверяли большой массив породы. По сути, там, получается, не так много лошадей было вывезено из Туркмении контрабандой. Это уже, допустим, вывезен один жеребец. Он там так или иначе использовался. А потомство этих конкретно вывезенных лошадей. Попало потомство. Да, потомство. То есть они сами и их потомство. То есть вывезен жеребец, он нечистый, то все потомство автоматически исключается из книги. Да. Вот таким образом, а так как
проверка проводилась впервые за очень много лет, то как раз вот это мало, и мы вынуждены были его отвести. Мы не вынуждены, это наш долг перед чистотой породы. То есть эти лошади были отведены? Выпуск книги идет под контролем Российской ассоциации, и все вот эти лошади, указанные в протоколе, выведены, не включены в новую книгу. Я думаю, что председатель комиссии Климук, Александр Климук, я думаю, что у него можно этот протокол взять. То есть это никто из этого секрета не делает? Прежде всего никто не делает секрета, потому что иначе бы я не участвовал в этой комиссии. Я вообще против наличия каких-либо секретов в разведении охотники. Не вижу. У нас не космическая промышленность. А вот теперь следующий вопрос. А в целом, как бы ты охарактеризовал роль Бердымухамедова? Вот он с 2007 года является президентом Международной ассоциации. Как можно было бы оценить, охарактеризовать его роль? Ну, как роль слона в посудной лавке. Человек залез туда, о чем ничего не понимает. Это ассоциация, как там она называется, я не знаю. Это фикция, этой ассоциации нет. Я не знаю конкретных заводчиков, которые что-то решили, играют какую-то роль в охотникинской породе, которые были бы членами этой ассоциации. А помнишь, все-таки была такая скачка, и вот «Золотой мустанг» как раз написал, там в Москве приезжал, скакал жеребец Гёкхан с президентской конюшни, выиграл, а потом оказалось, что он не прошел допинг-контроль. Туркменская пропаганда, она отрицает, что такой факт был? Ну, во-первых, я считал, что это и призывал своих коллег бойкотировать скачку с участием лошадей неизвестного происхождения, без нерегистрированных, которых привезли по политическим мотивам для участия в этой скачке. И мое мнение, что это оскорбление записывать своих лошадей рядом с такими. Ну, конечно, скачка состоялась, и это был их выбор, участвовать или не участвовать. Ну, постфактум эти лошади отвелись как по наличию допинга, так и по наличию неподтвержденного происхождения. Так, окей. Проехались, грубо говоря, под нулевыми номерами. Как же все-таки помочь-то? Но неужели ничем нельзя помочь ахалтекинцу на родине? Все-таки родина вроде бы есть по факту, то есть это Туркменистан, и все мы это признаем. А туркменская нация, туркменский народ гордится этим, а по факту получается, что у нас порода фактически исчезает, или даже уже исчезла, то есть ее нельзя считать чистокровной. Можно как-нибудь спасти-то ее там? Ну, мое мнение, что поезд ушел во всех отношениях, как технически, так и как в техническом плане, потому что звенья выпали. Ну, то есть, наверное, благодаря там усилиям отдельных людей, которые вот не нарушили. То есть вот эти вот люди, которые все-таки проверяли, они, это поголовье еще имеет какой-то шанс быть восстановленным и включен в международную племенную книгу. Ну, то есть там, где не выпали звенья, но, допустим, я даже не представляю, какое количество вот таких лошадей. Допустим, наверное, сотрудники НИКа более осведомлены об этом. Но есть и второй фактор. Нельзя лечить больного, если больной не признает диагноз. То есть, как можно оказать помощь человеку, если он болен, но он считает, что он здоров, и он не желает лечиться.
суверенное государство, где государство одного человека, где все зависит от того, с какой ноги он станет. И каким образом мы можем всякое давление на него, потом до него и не доходит, я думаю, это правда. Да и он не способен эту правду, он вполне на своей волне, он счастлив своим чином, своим положением, все у него хорошо. Но это проблема любого замкнутого общества. Сегодня надо говорить прямо, Туркменистан – это закрытое общество по типу Северной Кореи,